Будущее Иравского района обсуждали сегодня на заседании в правительстве Северной Осетии. Социально-экономическое положение здесь аховое. Партийные разборки увели на второй план развития района. Новому руководству приходится решать проблемы, которые копились несколько лет. Представители местной администрации уже встретились с главой республики Теймуразом Мамсуровым. Кабинету министров дано поручение разработать план выхода из кризиса. Район необходимо включить в госпрограммы. Вопросы вызывает и подача воды. Водопровод, обеспечивающий район, принадлежит архонским групповым сетям. Поэтому Иравскому району приходится платить за собственную воду. Долг накопился немаленький – более 4 миллионов рублей. Долгов у нас на сегодняшний день более 76 миллионов рублей. И эти долги, вот, например, долги перед Ростелекомом, значит, 2 миллиона 14 тысяч рублей, они уже скапливаются с 2006 года. А вчера или позавчера пришли все этой организации, значит, в суд они на нас хотят подать. А если решение суда состоится, то это обязательно. За какие деньги мы будем с ними расплачиваться? За газ более 10 миллионов рублей. За воду, я сказал. В пенсионный фонд более 7 миллионов рублей. Люди заработную плату получали, а перечисления в пенсионный фонд не делали, потому что денег не было в бюджете района. Только на заработную плату, на детское питание, на другие нужды денег не хватает в районе. Остро стоит и земельный вопрос. Большие площади на территории района принадлежат республике. Работы на них не ведутся. Их нужно вернуть в муниципальное подчинение, чтобы в свою очередь передать их сельхозтоваропроизводителям. Администрации вернут порядка 3500 гектаров земель. Кроме того, разрабатывается пилотный проект по передаче учреждений образования и здравоохранения в республиканское подчинение. Соответственно, теперь за их содержание будут отвечать профильные министерства. Яна Гайгиева, Алла Венедиктова, Осетия ТВ.